Сейчас у нас на связи из Санкт-Петербурга Александр Невзоров, публицист, журналист. Здравствуйте, Александр Глебович. Привет, Александр. Привет, дорогой. Вопрос такой. Я слышал ваше выступление по поводу Томоса, и из него следует, что, в общем-то, в процессе борьбы Московского патриархата с Константинопольским, вот последних эпизодов, выяснилось, что Московский патриархат вообще незаконен. Вот как вы оцениваете легитимность нынешней Русской Православной Церкви в целом? Ну, понимаете, я не могу оценивать легитимность, потому что для меня все эти разговоры, они в любом случае, такие кляксы Роршаха, то есть нечто за пределами здравого смысла. Я могу только говорить о том, что создалась совершенно дикая ситуация, когда в коммунальной квартире на общей сходке жильцов тот, кто орал громче всех, требуя запретить посещение туалетов и требовал вывернуть кому-то лампочки, вдруг, как выяснилось, сам не имеет в этой квартире никакой прописки. Вот как это получилось, я подозреваю, что Гундяев и сам не знал этого пикантного факта. И теперь скандалище, конечно, уже будет никак не удержать в берегах и в русле, потому что, да, действительно, Константинополь в свое время, для них это имеет огромное значение. Это мне смешно, да, но для них это все важный фактор. Константинополь не предоставлял России право, скажем так, называться патриархией. Он как-то тихо с этим смирился, поскольку были сложные времена. Но вот эта важнейшая формальность не была выполнена, и сейчас по факту Русская Православная Церковь, РПЦ, на самом деле находится, скажем так, весьма и весьма скандальной ситуации, когда вдруг выясняется, что украинская митрополия гораздо старше, и что РПЦшным деятелям, а также всем церковленышам, верующим, придется каким-то образом не только примириться с тем, что в Украине церковь более авторитетная, древняя, старшая и полномочная, но и еще выстраивать с ней отношения не сверху, а снизу.